Только что в Казани начался предпремьерный показ фильма «Девитаев» режиссера Тимура Бекмамбетова. Это история легендарного советского летчика Михаила Девитаева, который был сбит, попал в плен и угнал вражеский самолет. За подлинностью фактов в фильме следил сын летчика Александр Девитаев. В эти минуты наш корреспондент Наталья Мезина находится на красной дорожке в кинотеатре. Наталья, какая обстановка сейчас у вас? Лина, добрый вечер. Вы знаете, мы сегодня находимся как будто бы где-то на Каннском кинофестивале или и вовсе на премии «Оскар». Но нет, это столица Татарстана, это Казань. И здесь свою премьеру представляет режиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов. Он представляет фильм «Девитаев». Буквально несколько секунд назад на этой красной ковровой дорожке встретились создатели фильма, актеры, исполнители главных ролей. Среди них и Павел Прилучный. Он, кстати, исполнил роль летчика легендарного Михаила Девитаева. Также были члены правительства Азгат Сафаров, Наталья Фишман-Бекмамбетова и Ильсур Метшин. До показа прошла пресс-конференция, и нам удалось узнать некоторые секреты о фильме, среди которых, конечно же, и тот факт, что актеру пришлось похудеть даже на 15 килограмм и самому научиться водить истребитель. Давайте послушаем создателей фильма. Прежде всего, республика в лице моей жены принимала участие, которая меня познакомила с дочерью Александра Михайловича и с Александром Михайловичем. И, кроме всего прочего, мне очень помогал и мэр города Ильсур Раисович. И там люди говорят по-татарски, не так много, как, наверное, хотелось бы жителям Татарстана, но говорят. Было условие, которое поставил сам Тимур. Это то, что мы не должны отойти от какой-то правды, от реальности, как было на самом деле. И за этим вот я вроде бы должен был наблюдать. Кажется, что это все получилось и соблюли. И вы знаете, на самом деле не укладывается в голове, как узник концлагеря смог угнать вражеский немецкий самолет, спасти при этом 8 боевых товарищей и улететь из фашистской Германии прямо в Советский Союз. И согласитесь, это не просто история из жизни, это настоящий сценарий для кинофильма. И именно он стал основой для фильма «Девитаев». Но хочу также отметить, что фильм «Девитаев» стал первым проектом, которым можно смотреть не только в привычном формате горизонтально, но и вертикально. То есть мы можем вот так взять свой мобильный телефон и насладиться просмотром фильма. А всех зрителей уже 29 апреля создатели фильма ждут в кинотеатре, чтобы насладиться просмотром. Лина, я также вас приглашаю на просмотр этого прекрасного кино. Большое спасибо, Наталья. Я обязательно посмотрю фильм, а мы продолжаем.